Как хорошо, что в этом году я не заканчиваю школу. Впервые в истории образования школьные вечера проходят онлайн. Повезло тем, кто не успел купить наряд для торжества. Не так обидно. Знаю, что многие девчонки записались на прическу и макияж. Но в этот день можно обойтись без таких масштабных приготовлений. Интересно, а как веселят себя старшеклассники на онлайн-выпускном? Какая у них развлекательная программа? Только что я вернулась со своего выпускного и вручения аттестатов. Проходил он так. Каждому выпускнику было назначено время, во сколько ему приходить, и обязательно нужно было иметь при себе маску и перчатки. На входе нам обрабатывали руки антисептиком и впускали по 2 человека. К директору ученик заходил по 1. Нам выдали наши аттестаты и сказали напутствующие слова. После чего мы с подругой устроили фотосессию на фоне школы, сделали снимки с аттестатами и сняли видео в ТикТок. Экзамены у 11-классников позади. Кажется, что уже можно расслабиться и устроить пир на весь мир. Но вирус не дремлет, поэтому было принято решение провести праздник в формате видеоконференции. Все было атмосферно, уютно. Но в целом мои ощущения были такие, что немножко было грустно, потому что школа уже позади, и я не смогу сидеть на последней парте, болтать с лучшей подругой и наслаждаться моментами, проведенными в школе. Готовилась я усердно, подбирала прическу, макияж, платье, туфли. Все было при параде, я была самая красивая. Такое сложное решение провести школьный выпускной онлайн приняли санитарные врачи. Некое послабление карантинных мер показало, что большое скопление людей – это не есть хорошо. Влечет за собой нежелательные последствия. Будем надеяться, что такой школьный выпускной вечер был в первый и последний раз, и он надолго войдет в историю как нечто необычное. Азалия Кельмаматова специально для Горы новостей.